Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире старая добрая программа «Один из нас». И сегодня, вернее, как и всегда, программу веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И начать хотелось бы с такого лирического отступления, то, что в последнее время мне нравится очень наше российское телевидение. В плане того, что сейчас там очень мало стало всяких интриг, кто с кем, когда и где и куда они уехали. А сейчас очень часто, используя, я считаю, для народа, показывают работящий люд, хороших людей, обычных рабочих людей, которые куют оборону страны, добывают полезные ископаемые, убирают хлеб и так далее. Я считаю, что это забытая, очень хорошая традиция, которая сложилась еще с советских времен. И отрадно видеть вот человека, который серпастый, вернее, молоткастый, но не серпастый, да, но практически с советской символикой, в том, что человек труда – это всегда гордо, это всегда вот так вот. Я представляю нашего гостя, Валерий Мярин, Валерий Валерьевич Мярин. Только что человек получил номинацию «Гордость Якутии», звание «Лучший шахтер Якутии», так? Да, совершенно правильно. Поздравляю. Спасибо. Я в качестве журналиста лет уже так 7 пытаюсь популяризировать рабочие профессии, вовлечь людей, доказывать даже своим личным опытом, я столярничаю, о том, что человек в производстве, в рабочих профессиях может зачастую получать даже больше, чем какие-нибудь офисные работники или там работники органов управления. Но наш сегодняшний разговор я хотел бы начать с совершенно другого. Валерий Валерьевич, как вы относитесь к тому, что во всех интернетах у нас очень уничижительно отзываются о депутатах? Вы ведь сам депутат Удачнинского поселкового совета, да? Городского. Городского совета, да. Как вы вообще к этому относитесь? Потому что люди, депутат это все, это средоточие всего плохого. И вообще с ним считаться не надо. Нет, почему? Считаться-то надо обязательно. Потому что, я в первый раз, в этом году избрался депутатом, и сам не работал в политике вообще не работал, и в администрации города, вообще поселковых и тогда никогда не работал. Я работал только в промышленности. Поэтому, я вот первый раз туда, когда меня избрали депутатом, моего округа, получается, трехмандатный округ, у нас 3 депутата с моего округа. Вот. Посмотрел, как работают депутаты, советую депутатов, проходят советы и так далее. И там, действительно, много проблем озвучивается, много решений принимается. Но я думаю, это нужно для города, для поселка дело. И не надо тут примазывать, раз депутат, значит, там редиска нехороший человек и так далее. Да? Абсолютно с этим согласен, потому что кто-то же должен заниматься всеми вот этими вещами, и причем хорошо заниматься. И зная, чем живут удачницы, я думаю, что вы неплохо справляетесь и с депутатским своим. Работе не мешает, да? Есть, моменты, когда, все равно, когда советы идут, там у всех все равно спрашивают, когда лучше проводить и так далее, совещания. Стараемся вне рабочее время этими заниматься. А коллеги идут навстречу? Конечно. В основном там депутаты тоже, которые работники компании, поэтому все понимают правильно. И которые живут, и которые понимают, в основном это наш промышленный город, поэтому они понимают проблему людей в основном, и поэтому... Все получается, как получается. Как лучше должно сделать, получается. Город улучшить, все это для населения работы. Понял. Я знаю одного Мярина, Александр Николаевич, он, наверное, родственник, да? Да, дядя мой. Да, человек тоже в инженерии якутской известный, долгие годы занимался вопросами техногенного развития. Да? Сам, получается, тогда сунтарский, да? Я, да. В Сунтарах вырос. Потом в 96-м году переехали в город Удачный. Я там уже школу закончил. Окончил школу и поступил в ИГУ. Государственный университет якутский.
горно-геологический факультет. Ну, другого не ожидал. Тогда, да. Да. Ну, Альтернативы нет. не, ну я сразу же в школе, когда учился, уже сразу там промышленный город, и сразу понял, что я буду работать в этой промышленности. Угу. Вообще, как вы считаете, работа в промышленности, она... Это же, считай, новая элита растет, да? То есть те, которые сейчас вовлечены, скажем так, вот этот огромный процесс индустриализации, который начался с нулевых годов, да? Это же новая элита, то есть руководители, которые выросли из тех же рабочих, из тех же представителей рабочих профессий, они в скором времени, я думаю, будут иметь большой вес. И формирование вот этой новой элиты, именно из работников конкретно промышленного звена, я считаю, это требование времени, потому что у нас или мы сейчас, скажем так, садимся в поезд промышленной революции, или мы отстаем и немножко, там, скажем так, с отрицательными какими-то моментами. Вот сами, как жители Якутии, как якутянин, как сами относитесь к тому, что ведется промышленная разработка огромных территорий на Западе, там, на Востоке, на Севере? Ну, я отношусь к этому положительно, потому что это с собой ведет сразу развитие региона, очень много инвестиций приводит. Вот. И вот помните, вот раньше, да, в деревнях ничего не было, ни интернета, ни связи, очень проблемно было выехать куда-то. А когда уже промышленность приходит, и с собой уже тащит полностью развитие. Именно поселка, там, какого-то региона, города какого-то. И я думаю, это наоборот хорошо. Давайте возьмем вот так вот. Хорошо, не будем говорить за всю республику, возьмем за вашу семью. Вы женаты, да? Да. Детей сколько? 4. Четверо детей, многодетный отец получает. Семья довольна? Семья довольна. То есть живете в своей квартире? Да, так скажем, своей. В своей квартире. Ну, достатком, возможностями какими-то, там, в том, что дети могут там себе позволить компьютер, планшеты и так далее. Все это есть. Все это есть. Все это есть. Правильно. И я так полагаю, это во многом из-за того, что вы работаете на промышленном предприятии. Ну да, конечно. Конечно. Это, работая в промышленности, это с собой, конечно, несет и достаток, и благополучие семейное. Да, достаток и благополучие семейное. Ну и самое главное, что надежность и уверенность в будущем. Коллектив как оцениваете? Вообще трудно ли... Ну, понимаешь, что вот раз сунтарский менталитет же никто не отменяет, да, скажем так. Трудно ли было вжиться в рабочий коллектив? Там же своя специфика, свои какие-то нюансы. Не было никаких трудностей? Ну, трудностей как бы у меня сильно такого не было, да. Я, получается, сам, в городе Удачном вырос, школу окончил. Потом я после окончания ЕГУ уже устроился на работу в Южноверхоянское горнодобывающее предприятие. Я туда приехал. Когда приехал, у меня там уже однокурсники работали, поэтому как бы они мне все сразу показали, как что делать. И в 2008 году под сокращение ушел, а в 2009 году устроился уже в Алрос слесарем по ремонту горно-шахтного оборудования. Вот. Там тоже коллектив. У нас коллективов шахтеров, вообще мужской коллектив. А вот ладно, вы, который, вот, как говорите, есть нюанс такой, что школу заканчивали в Удачном, то есть уже в промышленной среде, уже в системе алмазной компании. А как быть другим парням, которые в сельских глубинах, да, допустим, но у них золотые руки, к примеру, у них растут откуда надо, голова варит, все на месте. Вот им как оседлать вот этот пояс промышленности? Вот какие советы мог бы дать с высоты своих прожитых лет? Ну, в самую первую очередь, ничего не надо бояться. Просто не надо бояться, просто надо идти. И не надо слушать со стороны, что говорят, там, прислушиваться к лучшим советам. Ну, все равно надо прислушиваться, выбирать надо лучшее, конечно. И надо не лениться, надо работать, показывать себя. Только тогда, да, у тебя начнут уважать коллектив. Все равно там горные мастера, да, начальники участков, они смотрят, кто как работает.
поэтому у них отношение сразу меняется к людям. И, ну, вообще, вот, когда вот только начинала работать, работы не надо бояться. И всегда надо выполнять полностью, с начала до конца. Четко и, главное, безопасно. Эта компания выдвинула вас на номинацию «Лучший шахтер», получается, да? Алмазная компания. Ну, коллектив. Коллектив. Да. Конкуренция большая была? Где-то 6 человек, по-моему, было. То есть Южная Якутия там? Да, Южная Якутия. Алмазная отрасль, да. А как вы сами думаете, почему именно представитель именно алмазной компании выиграл в вашем лице вот эту вот номинацию? Это закономерность какая-то? Или это все-таки лишний раз доказывает то, что у нас все-таки... Мы же относимся к Алросе как... Вернее, не относимся к Алросе как к чему-то пришлому. Да? Это вполне наша якутская компания, государственная якутская компания, в которой работают якутяне уже огромное количество лет. Вспомним, вот, даже вот вовлечение через дочерние компании, там, Алроса-Нюрба, Алмаза-Набара и так далее. Огромное количество местных ребят со всех уголков, там, да. Из Южной Якутии, с востока, с арктических районов, они вовлекаются в компанию. Вот как ты думаешь, это закономерно, что представитель именно алмазной компании выиграл вот эту номинацию? Даже не знаю, даже как ответить на этот вопрос. Как представитель компании. Ну, за меня проголосовали, сколько там, 8300 где-то голосов было. Ну, я сам как бы не знал, что вообще выиграю, и столько народу за меня проголосует, да, именно за меня, и то, что выиграл эту номинацию, да, и я был тогда очень взволнован. Ну, вообще, так, горд, что, да, выиграл эту номинацию «Шахтер года». Это первый раз, по-моему, эта номинация в Якутии. А вообще, как работодатель, алмазная компания, многие боятся просто, да, потому что у них там завышенные требования, какие-то жесткие условия и так далее. Нет, почему завышенные требования? Требования, как обычно, ну, согласно всех нормативов и не более того. Там завышенных требований нет такого. Ну, люди же как бы иногда просто, ну, там сильно много справок собирать там и так далее, и так далее. Ну, особенно, что когда касается вахтового метода и так далее. Нет, ну, это обычная процедура. Без этого не обойтись? Без этого не обойтись, да. Это медосмотры, это корки по специальности, это обязательно должно быть. Все. Просто не надо этого бояться? Да, не надо этого бояться, просто это надо делать и идти, не надо ничего бояться. Это обычно во всех компаниях горнодобывающих, ну, такое, поэтому... А корпоративный дух, насколько он высок? Вот мы говорим же, когда высок, когда корпоративный дух, там, или дух победы, или чего-то типа такого, всегда дело ладится, всегда все идет как надо. Как вы оцените вот корпоративный дух, который сложился в подразделениях алмазной компании? Ну, корпоративный дух у нас очень такой, как сказать, хороший, ну, сплоченность, да, у нас очень друг друга всегда, да, поддерживаем, смотрим, если надо, там, помогаем. Ну, без этого не обойтись. Все же мы люди. Все равно. У каждого есть семьи. Ну, как большая семья у нас получается. То есть в качестве, скажем так, работодателя алмазная компания, вернее, вот ваш коллектив вас полностью устраивает? Да, меня полностью устраивает мой коллектив. Все выплаты, там, социалка и так далее, все в должном объеме, в положенное время и... Ну, с этой стороны, да, в компании «Алроса» очень все хорошо. Раньше было, помните, советское особенное время, если человек на производстве работает и так далее, ему полагалось там энное количество там санаторно-курортного там, и так далее, и так далее. Вот сейчас с этим как? Молоко дают вообще? Да, это полностью у нас обеспечение идет, да, соцпакет у нас полный, да, дают там, у нас каждого работника один раз в год проезд, на семью раз в 2 года проезд дается, тоже санаторные карты, это все оплачивается, 70% оплачивается компании. 70%? 70%, да, оплачивается. Слушай, хорошо живете. Ну,
Вот, Не жалуетесь, да? Не жалуемся, да. Вот с этой стороны компания очень помогает своим работникам. Поэтому... А вообще то, что у нас же Якутия ассоциируется в первую очередь с алмазами. Да? То есть даже не холода у нас, не холод, не мороз такой бренд края, а конкретно алмазы. Да? То есть вы там шапками гребете алмазы. И был же такой определенный момент, видео показывали, какие-то кастрюлями вот эти алмазы сыпят на весы, да? На центральных каналах. И пошло, там, говорит, кастрюлями алмазы отмеряете и так далее. Это бренд республики. Это с 40-х годов складывающийся, но который в 70-е годы набрал мощь, и на текущий момент это является одним из основных брендов. Вообще, значение алмазов в развитии Якутии, вот как, да просто как человек, который там закончил школу удачно, работающий на промышленности. Как вы к алмазам относитесь? Ну, как я отношусь? С какой точки зрения оценивать? Либо необходимое зло, либо это стратегическое сырье, которое... Ну да, с другой стороны, да, это стратегическое сырье, да, которое идет и в промышленности, и в производстве идет. С другой стороны, это украшение, которое делает наших любимых женщин красивее. И, ну, правильно, наверное, алмазы лучше украшают наши женщины, а не алмазы. Но все равно это же... как сказать, тоже женщинам нашим нравится. Поэтому с этой стороны ювелирки, да, с ювелирной. А со стороны технических, да, алмазов, это, да, промышленность. Ну, и, кстати, их значение все больше и больше усиливается в связи с перевооружением, скажем так, производства в целом, производства всего, там, будь то металлургия, будь то машиностроение и так далее, значение алмазов, оно приобретает все больше и больше такое весомое такое значение. Хорошо. По удачному. Как вы видите по сравнению с другими населенными пунктами Якутии, как развивается удачный? То есть у вас под боком Мирный, ну как сказать под боком, там порядка 1000, по-моему, километров. 500 километров. Да. 1500 километров, это и столица района Мирный, и в Якутске часто бываете, как работник компании. По сравнению с другими районами, по сравнению с другими населенными пунктами, Удачный, что из себя представляет? Нет ли какого-то типа диссонанса, возможно, о том, что крупнейшие добывающие компании и там какие-то могут быть огрехи? Ну, как депутат, как удачный? Нет, удачный сам по себе. И, гармоничный очень. Да, и люди там очень простые, там друг друга они поддерживают. Нет такого, как будто там СССРское время сохранилось, знаете. Вот. И даже символика там на стенах. Да, символика, это все есть. Обычно можно оставить велосипед у подъезда, его никто не заберет. Там все очень просто. Потом, ну, город сам маленький, компактный. Вот детей можно в школу вообще самих отправлять, не обязательно провожать надо, поэтому такого нету. И, ну, сам развиты там школы хорошие, там и бассейны, и корт, и кинотеатр. У нас, ну, слушайте, ну не над каждым населенным пунктом, скажем так, патронаж берет алмазная компания, Алросов имеется в виду, да, то есть вот когда вы сказали про бассейны и корты, я сказал, ну, к примеру, там в населенном пункте сопоставимом по размеру, Хандыгев тоже, да, ну, по-моему, этого добра-то чуть меньше. Ну да, наверное, скажем, да. То есть компания просто в гражданскую инфраструктуру своих поселений, в которых живут его работники, он вкладывает достаточно большие средства. Ну, получается так, да, совершенно. А компания, да, заботится о своих работниках, и очень хорошо. Ну, это же настроение своих же работников. Как они будут проживать, как у них будет сформирован. С такими они настроением будут идти на работу. Да и идя на работу, там, если увидишь обшарпанные стены, ну, скажем, конечно. Настроение будет не так себе. Конечно. Поэтому люди с удовольствием работают, и им нравится работать. Именно в компании «Алрос». Ну и все-таки, еще раз, когда сталкиваешься с огромным количеством оборудования, ну, горнодобывающее оборудование же оно такое, это
хай-тек, очень такой серьезный, да, и не каждому дано досконально разбираться, не каждому дано знать ее суть как 5 пальцев. Вот что нужно обычному человеку для того, чтобы постараться повысить свой уровень, стать, как любят говорят у нас руководители разного звена, более конкурентно способным в плане освоения профессии, в плане для того, чтобы на лучшей позиции, скажем так. В чем преимущество лучших работников, что они хорошо идут и по карьерной лестнице, и хорошо и получают? Кстати, средняя зарплата по удачному какая? Как депутаты спрашивают. Я даже не готов здесь ответить. А средняя зарплата по вашему коллективу? По нашему, за 100. За 100? Да. То есть она немножко отличается, скажем так, от сельских районов и так далее. Согласитесь, это тоже стимул. Так вот, куда обращать внимание, чтобы лучше соответствовать своей рабочей профессии, которая промышленность? В первую очередь, конечно, надо читать, надо обязательно ознакомиться со всеми нормативами, что надо. Надо читать литературу, имеется в виду по эксплуатации и другую любую литературу, которая именно ты работаешь на каком оборудовании. Надо изучать все документации, которые ты должен знать. И это надо читать внимательно. Потому что от этого зависит твоя безопасность, во-первых. Потому что в первую очередь в работе, в промышленности вообще у нас, в промышленности, я считаю, это безопасность. Не изучив документацию и все нормативы, ты не сможешь понять, что надо и как правильно это делать. В первую очередь изучение документации, как правильно ты это воспринимаешь. А потом уже все это дело ты уже на практике, на работе уже делаешь. Угу. Нет, ладно, вы, которые, еще раз говорю, практически выросли, скажем так, в промышленной среде, да? Будь я, скажем так, обычным парнем, да, я бы немножко заробел бы. Да, откуда мне знать, да, там, и так далее, и так далее. Если... Во-первых, смотрите, получается, когда любую профессию ты когда получаешь, ты обучаешься. Самое первое, самое главное, надо обучиться. И надо обучаться и хорошо, и понимать, все читать, и все это воспринимать в первую очередь. И после этого, конечно, уже на производстве тебе будет легче намного. И там тоже на производстве тоже устраиваешься, при трудоустройстве тоже проходишь и охрану труда. В учебно-курсовом комбинате обязательно проходишь первичные инструктажи, потом уже при трудоустройстве, уже на рабочем месте уже инструктажи идут полностью. И после этого только приступаешь к работе. То есть бояться не надо? Конечно, не надо. Вся бояться. Эта масса информации, она валится не сразу. То есть начинаешь поступенчато, поэтапно проходить и добиваться чего-либо в профессии. Так? Конечно. Угу. Вернемся к семье. А жена тоже работает? Нет, у меня домохозяйка. За 4 детьми надо смотреть. Слушай, повезло. А маленькие дети, да? У меня старшая студентка, а самая младшая в саде, еще в детский сад ходит. А студентка, она в какую сферу? Не заложилось чего-то такого на уровне генов и так далее, что она пошла? Она у меня учится во 2-м курсе, поэтому она пошла в IT-технологии. IT-технологии? Да. Нет, все равно. Оно все взаимосвязано. Все взаимосвязано, да. Может, она и считаю. Ага. Школы, садики в удачном, там все ровно, все работает все стабильно, работает, да, стабильно. И так далее, и так далее. Да, смотрят, кормят. В школах тоже кормят, в детском саду нормально, там все хорошо. Немножко о номинации. Когда вы узнали, что коллектив выдвинул у вас название «Лучший шахтер»? Вообще, шахтер и Алроса — это как-то немножко странно. Да? Я понимаю, шахтер Южной Якутии, а шахтер Алроса — это немножко так это...
Ну, я считаю, шахтер, ну, есть, да, мнение, что шахтер это связано именно с углем. Да. Да, есть такое мнение. Но мы тоже под землей, мы рудник, получается. Ну, это то же самое шахта, это оно взаимосвязано все. Оно пошло, да, от угля все начало. Вот. А потом... Терминология вся оттуда. Да, все в основном, да, оттуда идет. Поэтому... Когда вы узнали? Я в августе. В августе. Да, то есть- мне позвонили и поставили перед фактом, что выдвигаем тебя Валерий туда. Валерьевич, вот, все, выдвигаем тебя Туда, на да. номинацию, да. Ну, первый раз, поэтому не знал. Ну, хорошо. А Я согласился, и все. А познакомился с другими номинантами? Антон? Нет, это же все... А, всё закрыто, да? Не, почему закрыто? Оно же... Дистанционно. Дистанционно все шло голосование. Поэтому других участников я только по фотографиям знаю. Все. А кто там был, кстати? Угольщики были? Там с Нерюнгри были, там тоже с компанией один Смирнова там был человек, потом с Алмазов Анабара, по-моему, с Джибари Кихаев там кто-то, по-моему, был, Маршейдер там какой-то, ну... Ну, такое достойное представление, да? Ну, я думаю, да. Там и люди с шахтерской славой были. Поэтому- Это отраслевая высшая награда. Да, это высшая награда для шахтеров. Ну и вы же относительно молодой человек. Ваши планы на будущее, они 100%, наверное, связаны с... Ну да, ну конечно, буду работать, также продолжать свою деятельность, я думаю, в компании «Алрос». Просто Попробуйте доказать всем, что «Алрос» — это компания, которая работает в Якутии, заботится об якутянах и тому подобное. ну вот то, что вы до этого говорили, да, сравнение. Удачный и какой-то, ну где-то в каком-то районе поселок, да. То, что у нас есть карты там, бассейны, а там, например, да, в Хандаге такого нет. Вот это забота о людях. Ну, я не скажу, что в Хандаге нету 100%, я просто скажу, Не, что... ну это вообще, это Просто не как, именно Хандаги, как да. само собой разумеющееся, просто сказать, да вот у нас бассейн, да вот у нас корт. Нет, Я ну, думаю, что это прерогатива только алмазной отрасли. Да? Не, почему? Вообще любой добывающей отрасли. Ну, Нормальной компании. нормальная компания. Нормальная да, компания. Да. Мы же говорим... Ну и компания же заботится о своих людях. Ну, а там в основном, да, жители Якутии. Вообще рад очень знакомству, такому достаточно близкому. Покопался я, порасспрашивал, получил ответы. И хотелось бы просто сказать, парни, есть на кого равняться. У нас вообще якутян, которые вовлечены в производство, в промышленную отрасль, больше и больше с каждым годом. И Валерий Валерьевич прав. Не надо там бояться каких-то там вот таких талмудов по технике безопасности, по культуре производства там, и так далее, и так далее. Все это в одночасье никто вас вызубрить не заставляет. На самом деле, одна из самых востребованных профессий любой промышленной компании – это что-то типа тракториста. Да? Тракториста-машинист. Одна из самых востребованных. То есть на любом направлении. Там, зачистка площадки, там, вывоз, переработка или перегрузка и так далее. Вот там нужна. Вроде бы такая сельскохозяйственная отрасль, ну, тракторист-машинист, допустим, да, она, получается, востребована не только в сельском хозяйстве, но и как и на любом производстве в промышленных компаниях. И рад был получить свидетельство того, что те вещи, о которых мы говорим... У нас же вот много нытиков. Они говорят, мы плохо живем, там у нас зарплата... Кто там среднюю зарплату приписал 89 тысяч и так далее. Валерий Валерьевич, собственно, вот еще раз подтверждает, что средняя зарплата свыше 100, да, ну, скажем, по коллективу. Ну да, вот, например, да, первый раз я когда в компанию устроился, я был слесарем, да, у меня зарплата другая была. Ну, там вообще, у меня самая маленькая зарплата была в то время. У меня первая зарплата, помню, 1020 или что-то было. Хотя люди уже получали за 60 и за 70. Ну, это вот, когда было? Да, и я работал и не боялся. Работал, и вот не боялся работы.
Я к тому, что вот этим пессимистам, которые говорят, что не соответствует это, то есть если там 20 тысяч человек получает там свыше 100, а больше 100 тысяч человек получает около 20, то есть среднее получается в районе там, 60 тысяч. На самом деле это не так. Еще раз, у нас вовлеченных промышленность якутян становится все больше. Не только представители народа Саха, на самом деле. Просто якутян, которые вот здесь вот учились, в Хандыгеле, в Покровском, в Намцах, с большей охотой идут в промышленность, потому что это это очень стабильность жизни. То есть дает очень такой основательный, прочный фундамент для того, чтобы обустраивать свою жизнь. Ведь Валерий Валерьевич, я более чем уверен, не рискнул бы пойти на то, чтобы завести 4 детей, не будь он уверен в своем завтрашнем. Согласен? Да, совершенно правильно. Да, то есть не будь он уверен в том, что даст всем своим детям хорошее образование, воспитание, поставить их на ноги и как нормальный родитель не позаботиться о том, чтобы когда они станут самостоятельными, самостоятельно пустятся в жизненный путь. Именно промышленные предприятия, они становятся неким таким локомотивом развития Якутии. Вот эти все жилые комплексы, хорошие автомашины, все блага, те, которые мы привыкли считать, что они доступны только каким-то, не знаю, представителям бывшей другой элиты, да? Вот новая элита. Не только Якутии, России, которая ежедневно на промышленном производстве, на направлении сельского хозяйства, научной, возможно, отрасли, да, в любом своем деле, если приложить максимум усилий для того, чтобы стать успешным, подняться на вершину вот этой лестницы, где начинается уже, скажем так, управление. И я более чем уверен, что, став управленцем, Валерий Валерьевич Мярин будет принимать более чем грамотные решения, потому что он досконально знает отрасль просто. Спасибо. Согласен? Прошел от слесаря до... Сейчас с кем? Начальник управления. Начальник управления? Да. Удачинского ГУП? Нет, шахтостроительного управления. Управление капитального строительства я работаю. УКС? Да, УКС. Вот такие вот новые наши герои. И еще раз, каждая профессия дорога, на самом деле. И каждый профессионал, если он находится на своем месте, он более чем достоин не только вот этой номинации там, лучшей профессии там, и так далее, а просто достоин для того, чтобы нормально и достойно жить. Я желаю этого всем, без исключения якутянам, и рад подать пример того, что терпение и труд все перетрут. Валерий Мярин, обладатель звания «Лучший шахтер Якутии», номинации премии «Гордость». Гордость Якутии. Гордость Якутии. Все, спасибо. Спасибо, что пришел, поделился. Это программа «Один из нас». Увидимся ровно через неделю. Увидимся.